Одобрив проект комплексного развития Южной Якутии, 22 июня в Нерингри прибыла правительственная комиссия во главе с министром экономического развития и торговли России Германом Грефом для того, чтобы на месте ознакомиться с перспективными объектами северо-востока страны. В последнее время представители федерального правительства все чаще посещают нашу республику по вопросам реализации схемы размещения производительных сил, транспорта и энергетики Якутии до 2020 года. Министр экономического развития и торговли Российской Федерации Герман Греф вместе с командой руководителей федеральных структур и крупных предприятий вначале совершил осмотр Нюрнбергского угольного разреза, одного из основных на сегодня предприятий района и республики. На примере развития холдинговой компании «Кудуголь» в Южной Якутии будет сформирован угольный кластер. Поможет в этом наличие инфраструктуры и создание новых энергетических мощностей в этом районе. Сегодня нет проблем по Южной Якутии никаких. Ни по ВСТО нет финансовых проблем. Полностью обеспечено финансирование строительства. Ни по Эльго-углю у нас найдены все решения. Подписаны все протоколы совместные Федерации, Российского акционерного общества железных дорог и правительства Якутии. Все вопросы согласованы. Я на сегодняшний день не ощущаю никаких проблем, связанных с их реализацией. Есть вопросы просто контроля, бюрократических процедур и выполнения всех тех решений, о которых мы договорились. Комплексный проект нового освоения Южной Якутии, это, вы знаете, наверное, проект, представленный правительством Якутии, он прошел одобрение на Петербургском экономическом форуме инвестиционной комиссии, и думаю, что в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительственной комиссии, и после этого решения, я думаю, что все, что связано с проектированием, также там предусмотрено финансирование 8 миллиардов рублей на проектные работы. Я тоже не вижу каких-то финансовых проблем. А вот в ходе проектных работ должны быть уже разработаны и сами проекты, и финансовый механизм по реализации этого, я бы сказал, наверное, грандиозного проекта. Я не знаю, в Якутии были ли еще прецеденты, когда сразу же на такую сумму нет, в общем-то не было. 400 с лишним миллиардов рублей. Таких прецедентов, конечно, не было. Такой комплексный проект. Там создается 7 новых предприятий. Конечно, у нас в советское время были большие стройки, допустим, алмазная промышленность, депутатская володобывающий комбинат, та же самая Южная Якутия, но это все, наверное, вместе взято превосходит по масштабу. Поэтому такой грандиозный проект, если удастся осуществить, то это будет, конечно, большой прорыв для Республики Саха, для Дальнего Востока. Так что, отвечая на ваш вопрос, если мы еще 3 года назад с Вячеславом Анатольевичем решали вопрос, как найти очень небольшие средства на строительство железнодорожной ветки, и с огромным трудом решали задачу финансовую, то на сегодняшний день, как вы видите, по масштабу проектов они на несколько порядков более значительные, и мы не чувствуем каких-либо финансовых проблем или организационных проблем, которые бы эти проекты могли затруднить к реализации. Конечно, все будет зависеть от того, как будет развиваться. Это очень длительные проекты, рассчитанные на десятки лет. И все будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация в стране в целом. И поэтому, наверное, если говорить о рисках, то, может быть, вот это самый определяющий момент. Если будет разумная экономическая политика, и страна продолжит развиваться таким же темпом, как она развивается сейчас, я убежден в том, что все эти проекты будут реализованы. И здесь совершенно другая экономика будет. Совершив облет угольных месторождений и строительство трассы нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан, делегация Минэкономразвития России направилась на место будущего створа Канкунской ГЭС. Станция станет источником энергоснабжения всего южно-якутского комплекса. Сегодня в этом районе уже высадился десант изыскателей. Работают 2 проектных института, которые должны принять к сентябрю окончательное решение по выбору места первой из 7 ГЭС.
Проект предусматривает строительство каскада ГЭС на реке Темтон. Он должен в себя включать две станции. Это Канкунская ГЭС и Нижнетемтонская ГЭС. Либо, как альтернатива, рассматривается вариант Иджекская ГЭС и Нижнетемтонская ГЭС. Вот сейчас мы находимся в непосредственной близости от проектируемого створа Канкунской ГЭС. Он должен встать буквально в 1,5-2 километрах от этого места. Место, как видите, красивое, но, к сожалению, со временем оно должно уйти будет под затопление. Проектируемый срок пуска первого агрегата Канкунской ГЭС на сегодняшний день он определен на 2015 год, конец 2015 года. Сроки весьма сжатые. Тем более, что в течение вот этого 7-го года мы намеревались выполнить несколько больше работ. То есть мы предполагали еще в прошедшую зиму выполнить определенное количество буровых работ в створе ГЭС. К сожалению, край оказался гораздо более труднодоступный, чем предполагалось изначально. И изыскатели сюда добирались, шли 1,5 месяца. Сейчас проект у нас находится на стадии обоснования инвестиций. Эта стадия заканчивается в 2008 году. Буквально сразу же мы приступаем к разработке проекта на стадии ТЭО. Вот это еще 1,5 года займет. И в принципе планируется выход на строительство, на уже площадку в 2010-2011 году. Из основных особенностей можно сказать про то, что эта станция является головной и первоочередной. Вот. То, что это основная станция. Вот. И в принципе вероятность того, что из этих двух вариантов каскада, которые мы сейчас рассматриваем, будет выбран вариант вот с плотиной, которая находится в этом створе, ну, это 90%. Вот. Также исключительной особенностью является то, что напор на этой станции будет составлять 244 метра, что в принципе в таких суровых климатических условиях, вот, а также геологических условиях, ну, можно сказать, является исключением. Вот. Так что довольно-таки интересный объект у нас будет. В 2 километрах от предполагаемого створа состоялась презентация проекта для Германа Грефа. Это первый миллионник в России, который сейчас начинает проектироваться. Канкунская ГЭС-створ, где мы находимся сейчас. Здесь 7 станций предполагаемого каскада. Есть объем потребления. Сегодня мы предлагаем одну станцию начинать строить с учетом тех потребителей, которые заявки в инвестфонд указаны. Соответственно, это 1,3 или 1,6 гигаватт установленная мощность. Сейчас смотрим, соответственно, по объему потребления и по показателям. Станция будет максимально приближена к зарубежным аналогам. Уже сегодня на стадии обоснования инвестиций проектировщики уделяют внимание экологическим вопросам. Определены и будущие потребители электроэнергии. Вот это вот территория, где урановое месторождение, это самый первоочередной объект нашего освоения. Вот здесь будет введен Эльконский ГОП. Да. У него будет потребление электроэнергии 300 мегаватт. Вот мощность 1,6, значит, 1000 мегаватт, а здесь 300 мегаватт только сюда уйдет. Только сюда. И как раз к 2015 году он вводится сюда, надо будет подать электроэнергию. Ну, начинаем с этой ГЭС, потому что с этой невозможно начать. Да, все правильно. Потом Все правильно. Опять же, из-за этих сумасшедших расходов. Мы, когда будем строить Нижнетемтонскую, Канкунская у нас будет паводок аккумулировать. Строительство каскада ГЭС в тайге не имеет аналогов в мире, так как оно начинается с нуля. Первая забуренная скважина на берегу Темтона говорит о старте этого проекта, а вскоре обслуживать ее вахтовым методом будет персонал в 250-300 человек. Синхронно со строительством объектов инфраструктуры в ближайшее время начнется освоение месторождений полезных ископаемых в Южной Якутии.
Осмотрев с вертолета урановые и железорудные месторождения, министр экономического развития и торговли России Герман Греф в сопровождении руководства республики в поселке Нижний Куранах провел итоговое совещание по комплексному развитию Южной Якутии, где президент республики Вячеслав Штыров рассказал об особенностях региона и проекта в целом. Учитывая и интерес разных компаний, учитывая и необходимость развития всего Дальнего Востока Республики Саха-Якутия, в частности, правительство республики, по заданию правительства республики Саха-Якутия, Институт региональной политики вместе с целым рядом научных организаций, вместе с предприятиями и организациями, которые заинтересованы в этом, разработали такой инвестиционный проект, который называется «Комплексное развитие Южной Якутии. Новый промышленный район в Якутии». При разработке этого проекта был применен такой кластерный подход, видно 3 основных кластера взаимосвязанных производств. Это атомный кластер, который базируется на создании Ильконского горно-химического комбината на месторождении урановой руды. На самом деле это целый комплекс разных производств, которые в совокупности обеспечивают конечный продукт. Значит, это и горнодобывающее предприятие, это и горноплавительное предприятие, это химическое производство и так далее. Другой кластер, значит, базируется на использовании минерально-сырой базы, которая есть здесь у нас в Алданском районе, в частности, месторождение апатитовых руд, которое является на сегодняшний день крупнейшим в Российской Федерации, значит, и может быть востребовано для производства химической продукции, в том числе фосфорных удобрений. Значит, кроме того, в этот кластер входят и другие химические производства, которые уже будут основаны на переработке газа, и предполагается создание 2 производств: завода синтетических моторных топлив и газохимического комплекса по извлечению ценных и переработке ценных компонентов ростового газа, которые есть в Республике Саха-Якутия. Наконец, угольный кластер угольно-металлургический кластер предполагает создание новых угольных шахт. В частности, именно в этот проект вошла 1 шахта. Думаю, что она требует создания инфраструктуры. Но, вообще-то говоря, в Республике Саха-Якутия, здесь в Южной Якутии строятся еще 3 другие шахты. И 2 предприятия по добыче железной руды. Значит, ясно, что эти предприятия, значит, эти промышленные группы промышленных предприятий, или входящие в кластер, требуют развития инфраструктуры. И прежде всего это энергетическая инфраструктура. Вот на самом деле мы сегодня в Южной Якутии производим 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, и Южная Якутия у нас является энергоизбыточным регионом. Часть электроэнергии мы генерируем нами, передается в объединенную систему Востока. Но тем не менее, значит, поскольку в основном потребности Дальнего Востока удовлетворены, у нас есть избыток мощности. Но этот избыток в течение 2 лет будет востребован теми предприятиями, которые сегодня работают в Республике Саха-Якутия. Ну вот мы говорили сегодня здесь в Нижнем Куранахе о планах развития золотодобывающих производств. Это потребует увеличения использования электроэнергии. Прирост электроэнергии потребуется на железную дорогу, Бархатин-Тамот, Якутск, настроить нефтепровод в СТО, настроить еще шахты. Поэтому мы планируем, что через 2 года предполагаем дефицит вернее, здесь будет избыток энергетических мощностей будет полностью востребован. Поэтому проект предполагает создание новых генерирующих мощностей Канкунской гидроэлектростанции и, естественно, схемы выдачи мощности от этой электростанции. Это линия электропередач ЛЭК-500 в Алдан-Неринге и ряд других линий электропередач. Ясно, что несмотря на достаточно развитую, по нашим меркам, северную инфраструктуру в Южной Якутии, каждое из этих новых созданных производств оно потребует своей инфраструктуры. Поэтому планируется создание сети железнодорожных и автомобильных дорог. В основном это отходящая линия от БАМа, либо от Амуро-Якутской железнодорожной магистрали к новым производствам, скажем, к Ильконскому боку, к Таежинскому боку, к Тернасскому боку. И то же самое касается автомобильных дорог. Таким образом, вот если реализовать этот проект, то нам предстоит, значит, здесь создать 7 новых промышленных предприятий. Значит, нам предстоит создать для них инфраструктуру. Будет создана корпорация развития Южной Якутии, которая будет выполнять координирующую роль. Ее задача обеспечить синхронность выполнения инфраструктурных проектов и проектов, которые будет реализовывать бизнес. Хотя понятно, что каждый из этих проектов будет реализовываться, если за счет федеральных средств, то через
Федеральная структура, если за счет средств бизнеса, то через его инвестиционную структуру. Но вот корпорация, она должна обеспечить нам в целом координацию проекта и быть стороной всех соглашений, которые будут в этом проекте разрабатываться и подписываться. На совещании речь шла о различных направлениях и проектах, которые являются составными частями единого большого проекта развития региона. Разработана схема финансирования каждого из них. Большая часть средств идет по согласованию с Минэкономразвития Российской Федерации на строительство железной дороги до Якутска. Она как бы не входит в проект развития Южной Якутии, это отдельный проект. Значит, на газификацию Республики Саха-Якутия и на линии электропередач. Вот линия электропередач, участие Республики Саха в строительстве линии передач, конечно, возможно. Но я согласен с вами, давайте мы, если по Якутуглю у нас все действия удачно закончатся, мы с вами согласуем все направления расходные, возможно, и часть сюда направим. Ну, источники уже, наверное, вопрос второй. Действительно, у нас там есть согласованные приоритетные объекты. Если даст Бог, у нас хорошо пройдет продажа, и действительно средства все пойдут на эти приоритетные объекты. Но у нас обычная практика, если реализуются такого рода проекты, субъекты федерации обязательно участвуют в софинансировании. Там долю мы можем обсуждать, но правильнее было бы, конечно, чтобы вы участвовали не только организационно, но и финансово. Инвестиции, которые привлекаются, в том числе с рынка, в данном случае 54 миллиарда рублей, государственные инвестиции, в том числе разворот ТЭО и части рабочей документации, которые сейчас подаются в инвестиционный фонд, это 2,5 миллиарда рублей, именно вот те затраты, которые сейчас поданы в инвестиционный фонд. Итого 91 миллиард, как я уже сказал. Следующий слайд, пожалуйста. По карте районного строительства с точки зрения готовности инфраструктуры мы сегодня показывали на площадке. На сегодняшний день порядка 100 километров проходит автомобильная железная дорога. Мы сейчас ведем изыскательские работы с точки зрения проектирования дороги непосредственно до створа станции и проектирования, соответственно, производственной базы, а также базы, связанные с перевалкой. Потребители электроэнергии «Каскада ГЭС» рассказали о своих планах по освоению урановых месторождений Элькона, которое расположено в Алданском районе. Можно сказать, что теперь проекты Южной Якутии прошли точку невозврата, и теперь от каждого зависит успех общего дела. Последние годы освоением Эльконской группы урановых месторождений занимался Техноэкспорт. Сейчас в рамках реорганизации атомной отрасли функции по освоению месторождений добычи природного урана передаются Атомэнергозолоту. Уверяю вас, что Атомэнергозолото будет также активно работать в этом направлении. Задача стоит в том, чтобы построить промышленный комплекс по добыче урановой руды, получению закиси урана с производительностью 5000 тонн урана в год. Месторождения расположены в 30 километрах южнее города Томот, восточнее города Алдан. Месторождения представлены 5 крупными участками, которые разделяются на отдельные месторождения. Разведка проводилась до глубины 1000 метров, но особенностью этого месторождения является то, что чем глубже, тем выше концентрация урана. Мы планируем строительство комбината в расчете на 58 лет с отработкой запасом глубины 1000 метров. Но я уверен, что запас урана позволит работать комбинату не менее 100 лет, потому что отработаем до глубины 1000 метров и пойдем ниже. Показатели комбината. Производительность по урану при выходе на проектную мощность 5000 тонн в год, по золоту чуть более 1,5 тонн в год, по серебру около 18 тонн в год. Начало опытно-промышленной эксплуатации мы планируем с 2011 года. Выход на проектную мощность в 2020 году. Экономическое развитие – это не самоцель, а в гармонии должно быть с социальным развитием. Поэтому, конечно же, мы планируем о том, что республика будет иметь существенную прибавку валового регионального продукта и существенное пополнение доходов бюджета.
Значит, и это пойдет на решение первоочередных социальных проблем. А так, вообще говоря, если говорить о решении проблем как таковых, то по уровню строительства жилья мы вот прошедшие 5 лет занимаем абсолютно первое место на Дальнем Востоке. Значит, несмотря ни на что, по уровню строительства школ, по уровню строительства объектов соцкультбыта. Ну, по школам мы абсолютно первое место в Российской Федерации. У нас самая главная проблема – это ветхие школы. Она еще острее, чем проблема жилья, потому что и горят школы, и, значит, на голову людям падают и так далее. Вот поэтому по 15 школ каждый год мы сдавали предыдущие 5 лет, и сейчас будем сдавать. А что касается проблемы ветхого жилья, то мы действуем в рамках республиканской программы, которая вот отработали 5 лет, теперь новые 5 лет. Но я прямо скажу, что масштаб проблемы у нас таков, что мы самостоятельно справиться не можем. Количество ветхого жилья у нас составляет 12,6% от всего жилищного фонда Республики Саха-Якутия. Это самый большой показатель в Российской Федерации, за исключением Республики Дагестан в Российской Федерации. Ну вот мы, в общем-то, последние годы небольшую помощь начали получать из федерального бюджета. Это правда. Значит, каждый год мы получали определенную сумму на софинансирование. Значит, и теперь вот надеемся на то, что решение президента, решение правительства новые, они помогут нам радикально сдвинуть эту проблему. В этом году уже принято решение выделения республике 306 миллионов рублей на проблему ветхого жилья. И, конечно, то, что мы здесь видим, это удручает. Но нужно разделить вопросы состояния и динамики. Наследство досталось республике очень-очень непростое. И, к сожалению, по мановению палочки даже с большими деньгами эту проблему не решить. А с учетом ограниченности ресурсов, очевидно, что это потребует и времени, и сил, и в конце концов, и участия федерации в этом. У меня каких-то таких серьезных опасений здесь нет. Я думаю, что динамика здесь будет увеличиваться из года в год, и люди увидят реальные изменения. Потому что есть очень внятная стратегия у республиканских властей, есть хороший контакт с федеральной властью, взаимопонимание. Есть этот контакт уже преобразованный в совершенно конкретные проекты. Первый из них мы 4 года назад подписали, это строительство железнодорожной линии Беркакит-Томот. И все эти годы мы от и до выполняли условия этого соглашения. И республика, и РАО «Железные дороги», и федеральный бюджет. Сейчас найдены подходы по продолжению строительства этой линии до Якутска. Будем обсуждать вопросы строительства моста. Будем обсуждать вопросы окончательного согласования программы развития Дальнего Востока, в которой значительная часть ресурсов со следующего года будет направляться на развитие Республики Якутия. И в том числе, конечно же, это будет все работать вместе. Финансирование из фонда ЖКХ на ветхое аварийное жилье, финансирование из программы развития Дальнего Востока. Вот такого рода инвестиционными проектами, с софинансированием из инвестиционного фонда. Все это вместе даст кумулятивный эффект. На то, чтобы эти проекты раскрутить, потребуется несколько лет. Но мы видим здесь, что активная стадия инвестирования уже начинается в 2009-2010 годах. Поэтому 2-3 года уйдет на то, чтобы создать совершенно другой экономический базис для развития, дальнейшего развития республики. Агентство ИТИА, пожалуйста. Вы упоминали о продаже угольных активов углекультуры. Можно уточнить, на какой стадии сейчас находится? Будет ли это конкурс или аукцион? Как-то согласована позиция? Ну, у нас последнее совещание на эту тему состоялось, наверное, может быть, 6 июня. 6 июня, буквально 2 недели назад. И мы договорились, что до конца июня должны быть согласованы вопросы оценки активов и объявлены торги. Пока вот экспертиза
в качестве экспертов мы привлекли финансовую академию, экспертиза закончена. Сейчас идет окончательное согласование суммы оценки, и сроки не меняются до конца июня. Я надеюсь, что будет объявлен аукцион по продаже этих активов. Но в условиях аукциона будет записан ряд условий, связанных с тем, что инвестор должен достроить железнодорожную ветку, месторождение, начать его разработку и так далее. Инвестиционный проект комплексного развития Южной Якутии получил высокую оценку министра экономического развития России и в ближайшее время начнет реализовываться. Герман Греф, следуя по маршруту в Якутск, совершил облет строительства трассы железной дороги до Якутска и места будущего моста через реку Лена. 23 июня смог лично убедиться, как руководство республики претворяет в жизнь планы, например, по реконструкции старого города. На самом деле, это имитация того, что было в старину в Якутске. Были деревянные такие дашки мостовые. Ну и тут мы выделили такую заповедную зону, значит, и восстановили дома по старым материалам. Создание историко-архитектурного комплекса «Старый город», строительство социальных объектов и автомобильных дорог, благоустройство, поквартальная жилищная застройка столицы республики. Сделанное еще раз доказывает, что поставленные руководством Якутии задачи всем вместе при хорошей организации работы осуществимы. Когда его архитекторы строили, то они заранее вот этот процесс сделали стеклянным, с тем, чтобы этот старый город как бы отражался в нем и как на контрасте был. Совершив пешую прогулку по старому городу, министр экономического развития и торговли Герман Греф провел совещание по вопросам схемы комплексного развития Республики Саха-Якутия. Правительство Республики Саха-Якутия в 2002 году приняло решение о необходимости разработки специального плана социально-экономического развития республики на 5 лет. Этот план носил индикативный характер, вероятностный характер. Был разбит на несколько целевых программ, которые мы выполняли, и был направлен в первую очередь на стабилизацию народно-хозяйственного положения Республики Саха-Якутия, на решение первоочередных задач, связанных с подтягиванием инфраструктуры, с реструктуризацией целых отраслей народного хозяйства, которые после 90-х годов находились в кризисном состоянии. Я подчеркиваю, не отдельные предприятия, а целых отраслей, такие как жилищно-коммунальное хозяйство, некоторые подотрасли транспорта и так далее. Результатом выполнения этого плана стало то, что за 5 лет валовый региональный продукт в республике увеличился на 16%, и практически все отрасли народного хозяйства имеют прирост своих производственных и экономических показателей. Что очень важно, нам удалось в основном ликвидировать проблемы задолженности бюджета, значит, которая превышала годовой объем бюджета. Удалось повысить уровень жизни населения, и реальные доходы за этот период времени возросли, значит, примерно на 40%. Но вот по окончании этого 5-летнего периода правительством Республики Саха-Якутия была проделана большая аналитическая работа о возможных путях развития республики. И был сделан вывод о том, что если мы не предпримем кардинальных мер по привлечению инвестиций в республике, по созданию новых отраслей, то, в принципе, возможно обеспечить стабильное развитие республики, но при этом темпы роста валового регионального продукта будут на уровне примерно 1,8% в год. Вот этот сценарий был положен в качестве основных расчетов, а потом был разработан на основании этих расчетов специальный план социально-экономического развития республики, который получил свое выражение в схеме комплексного развития промышленности, транспорта и энергетики Республики Саха-Якутия, которая в конечном итоге и была представлена на рассмотрение правительства. Этот план предполагал, что, опираясь на естественные возможности республики, которые связаны прежде всего с богатейшим минерально-сырьевым потенциалом и с транспортным потенциалом республики, необходимо, пункт первый, сохранить базовые отрасли народного хозяйства, обеспечить их дальнейшее поступательное развитие, создать целый ряд новых отраслей, которые раньше не было у нас в республике. Но для того, чтобы и те, и другие функционировали, необходимо, конечно же, прежде всего решить вопросы развития инфраструктуры, прежде всего энергетической инфраструктуры и транспортной инфраструктуры. Вот эти основные положения были заложены в основу нашего плана, и были заданы такие целевые
задачи, которые мы должны были решить: увеличение валового регионального продукта в 2,8 раза к 2020 году по сравнению с 2005 годом, рост реальных доходов населения в 3,6 раза. Причем рост реальных доходов обеспечивался за счет роста производительности труда во всех отраслях народного хозяйства и должен был компенсировать относительное снижение уровня жизни населения по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Вот сама по себе реализация всего этого плана, это, конечно, масштабная задача. Казалось бы, самое простое – это обеспечить стабильное функционирование базовых отраслей народного хозяйства. Но надо отметить, что мы вступили в особый период жизни этих отраслей, который требует новых технологических решений, резкого повышения эффективности. И сама по себе эта задача сложная и требует много капитальных вложений. Наша схема предусматривает, что в 2008 году будет закончено строительство магистрального нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан, и это позволит начать освоение наших нефтяных месторождений в Западной Якутии. Ключевым базовым является Талыканское месторождение, на которое работает компания «Сургутнефтегаз». К 2008 году, в декабре, они должны закончить работу на своем промысле по подготовке промысла к эксплуатации. С 2009 года, с января 2009 года начинать заполнять трубопровод Восточная Сибирь-Тихий океан. За 3 года добыча должна достигнуть от сегодняшних 300 тысяч тонн до 8 миллионов тонн нефти в год. Кроме того, мы осуществляем другой крупный проект на Среднебутовинском месторождении нефти, где работает компания «Тасюляк-нефтегаз», которая должна обеспечить к 2010 году добычи нефти в объемах 2 миллиона тонн. И по условиям лицензии создать в Республике Саха-Якутия в Ленске нефтеперерабатывающий завод, который обеспечил бы внутренние потребности Республики Саха-Якутия, в первую очередь в дизельном топливе. Это проекты, которые находятся в стадии осуществления. У нас есть определенные проблемы по части второго проекта, но считаем этот проект реальный, и он будет осуществлен в заданные сроки. Одновременно с этим, по согласованию с Министерством природных ресурсов, развернута большая работа по нарезке участков и выдаче лицензий для геологоразведочных работ в зоне прохождения нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Мы ожидаем, что в расчетный период времени будет удвоен количество запасов нефти в Республике Саха-Якутия, которые подлежат отработке и будут служить для наполнения нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Другая базовая отрасль народного хозяйства, новая отрасль, которая должна получить развитие, это газовая промышленность и переработка газа. Ну, если говорить уж точно, то на самом деле для Республики Саха-Якутия это не новая отрасль. У нас 50 лет существует добыча газа и использование газа для нужд республики. Но мы раньше добывали газ в небольших объемах, 1,6 миллиарда кубов в год, и исключительно для внутренней потребности республики. А новый облик газовой промышленности связан с началом освоения Чингисского месторождения газа, строительство магистрального газопровода Чингисского месторождения до Сковородино и дальше, возможно, на Хабаровск. И плюс, для того, чтобы обеспечить комплексное использование газа, необходимо построить 2 завода: газоперерабатывающий и газохимический завод. Поскольку наш газ содержит уникальное количество ценных компонентов, которые необходимо извлечь прежде всего, прежде чем направлять его потребителям. До буквально начала нынешнего месяца мы всегда ставили вопрос о том, что для того, чтобы этот проект получил свое развитие, необходимо, чтобы правительство Российской Федерации утвердило программу развития газовой промышленности в Восточной Сибири и Дальнего Востока, которая разрабатывается по поручению президента Российской Федерации с 2002 года. Это первый вопрос. А второй вопрос о необходимости разморозить те решения, которые фактически законсервировали выдачу лицензий на разведку, поиск и добычу газа на территории Республики Саха-Якутия до принятия этой программы. Но вот 15 июня нынешнего года комиссия по топливно-энергетическому комплексу под руководством представителя правительства Российской Федерации рассмотрела последний вариант этой программы и одобрила его, и представитель правительства поручил Минпромэнерго утвердить программу своим приказом. Таким образом, эта программа вступает в действие, и мы приступаем ее к реализации. По срокам начала освоения Чингисского месторождения газа, нашего базового месторождения,
первый квартал 2008 года, и к 2016 году должен быть обустроен промысел, созданное газоперерабатывающее газохимическое производство и магистральный газопровод. Конечно, сроки сжаты, но в принципе это задача решения. Есть еще, конечно, много вопросов, которые необходимо решать на уровне правительства Российской Федерации. И прежде всего, что делать с так называемыми базовыми месторождениями с точки зрения отнесения их стратегическими и решения вопроса о возможной выдаче без аукционов и конкурсов. Либо это должны быть конкурсы аукционы, этот вопрос, конечно, во второй половине года необходимо решить. Но основные фундаментальные условия для того, чтобы начинать работать, созданы. Через неделю примерно мы подпишем специальное соглашение с «Газпромом», которое будет предусматривать совместный план действий по развитию газовой промышленности не только с точки зрения вот этого большого проекта, но и с точки зрения участия «Газпрома» в газификации населенных пунктов в Республике Саха-Якутия по тем программам, которые раньше мы вели самостоятельно. Я не буду останавливаться на тех проектах, которые мы с вами рассмотрели вчера, в частности на Южно-Кутском гидроэнергетическом комплексе, на угольной промышленности. Остановлюсь только на тех отраслях, которые мы вчера не рассматривали. Это дальнейшее развитие цветной металлургии. Но Республика Саха-Якутия обладает 10% запасов золота Российской Федерации. Золотодобывающая промышленность – это традиционная для нас отрасль, но в этот период времени, до 2020 года, она должна получить новое развитие. И мы планируем удвоить производство золота. То есть на уровне 2020 года оно должно быть в республике 40-45 тонн, в зависимости от того, какие мы проекты реализуем. Есть три ключевых главных проекта. Проект в Южной Якутии по освоению Куранакской группы месторождений, который мы вчера с вами посетили, поселок Нижний Куранак. Проект освоения Нежданинской группы месторождений в Восточной Якутии. И проект освоения нового или возврат в старый золоторудный район, Куларавский район, для освоения месторождения Кючус. Кроме этого, на территории Республики Саха-Якутия за счет федерального заказа и за счет средств бюджета Республики Саха созданы хорошие предпосылки для создания новой золотоносной и провинции в Южном Верхояне на территории Республики Саха-Якутия и Магаданской области. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы золотодобывающая промышленность достигла уровня до перестроечного времени, когда мы добывали 36 тонн золота в год, и даже превысила этот уровень. Конечно, для решения этих задач необходимо обеспечить инфраструктуру для золотодобывающих проектов. Если в Южной Якутии там все вопросы полностью решены, то по Восточной Якутии мы разрабатываем совместно с компанией «Полюс золота», и они, наверное, доложат сегодня специальный инвестиционный проект по обеспечению инфраструктуры для золотодобывающей промышленности. Вот это основные такие базовые проекты Республики Саха-Якутия, которые вместе с реализацией проекта комплексного развития Южной Якутии и должны обеспечить нам заданные параметры развития экономического республики к 2020 году. Но я хотел бы сказать, что на самом деле для республики всегда существует фундаментальная проблема неразвитости инфраструктуры. Значит, прежде всего, это энергетическая инфраструктура. На территории Республики Саха-Якутия действует 4 изолированных энергорайона. Южный энергорайон с энергоисточником в виде Нерюнгринской ГРЭС, Западный энергорайон, где у нас действует 3 гидроэлектростанции, Центральный Якутский энергорайон, где действует Якутская ГРЭС, и 4-й условный энергорайон, в который объединены все разрозненные дизельные электростанции, которые находятся по всей территории Республики Саха-Якутия. Сегодня мы имеем в одних энергорайонах, предположим, в Южном и в Западном, избытки генерирующих мощностей, в других энергорайонах испытываем дефицит. Самое главное то, что развитие новых проектов, в том числе линейных, таких как магистральные газопроводы, нефтепроводы и железная дорога, требует развития системы линий электропередач. Развитие новых промышленных районов, таких как Восточная Якутия или, предположим, часть Южной Якутии, в Валютинском районе, где будет создаваться горнодобывающий комбинат по добыче железной руды, требует линейного строительства. Поэтому схема предусматривает и по согласованию с РАО и с Россией о том, что мы должны приступить к постепенному формированию объединенной системы энергосистемы Республики Саха-Якутия, которая не только объединит 3 наших энергорайона, но и обеспечит взаимосвязь между объединенной системой «Восток», которая действует на Дальнем Востоке, и объединенной энергосистемой Российской Федерации в Иркутской области.
И кроме того, мы разрабатываем проект по соединению Якутской энергосистемы и Магаданской. Это обеспечит нам рациональное использование всех генерирующих возможностей. И самое главное, создаст условия для реализации вот этих наших инвестиционных проектов с точки зрения выдачи мощности. Существует, если эта проблема будет решена, но все-таки останется у нас проблема дизельной энергетики. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой на дизельной электростанции, достигает 20 рублей за киловатт-час. Вот мы неоднократно обращались в правительство Российской Федерации, и это, Герман Оскарович, у нас первый постановочный вопрос о необходимости вернуться и разработать новую программу энергоэффективной экономики, значит, которая действовала до 2006 года, прекратила свои действия за истечением срока. Мы предлагаем средства, которые возможно предусмотреть в этой программе, направить на технические мероприятия по удешевлению производства электроэнергии. В некоторых случаях это присоединение отдельных изолированных энергорайонов к централизованной сети, в других случаях это коренная модернизация энергоустановок. Мы выполняем свою республиканскую программу в небольших масштабах, и она дает, конечно же, колоссальные эффекты, в ряде случаев снижения тарифов в 3 раза. Значит, причем есть предложение вот эти дотации, субвенции, которые сегодня даются на выравнивание тарифов на электроэнергию, превратить в инвестиционные средства, которые направляются вот на эти цели. Иначе говоря, источник финансирования, на самом деле, по крайней мере, на ближайшие 3 года заложен в бюджете в виде субсидий на разницу тарифов для Дальнего Востока. Конечно же, ключевым вопросом для нас является проблема транспорта. Вот эта схема показывает, что сегодня на территории республики только 1/10 часть территории, закрашена вот этим зеленым цветом на юге Якутии, имеет круглогодичную доставку грузов. Вся остальная территория так или иначе связана с северным завозом, который осуществляется по разным схемам. Поэтому наш план предусматривает создание опорной сети транспортных магистралей. Прежде всего, конечно же, это железная дорога Белгород-Томот-Якутск. Железная дорога должна связать нас с Транссибирской магистралью и БАМом и обеспечить круглогодичный завоз в центральные районы Якутии. Но, значит, сама по себе железная дорога, значит, можно получить от нее мультипликативный эффект, только если параллельно с меридиональной дорогой будет создана широтная сеть транспортных связей. Имеется в виду автомобильные дороги Колыма, завершение дороги, которая идет на Магадан, автомобильная дорога Вилюй, которая сегодня стала федеральной и должна связать Якутск с городом Мирным и дальше уходить в Иркутскую область. Автомобильная дорога Амга, которая идет в восточные районы Республики Саха-Якутия, автомобильная дорога Кобя и целый ряд других дорог. Вот в совокупности реализация этого проекта и поможет создать круглогодичную транспортную сеть Республики Саха-Якутия. Конечно же, это не означает о том, что потеряет свое значение река Лена, просто переместятся грузопотоки. Часть грузопотоков, которые сегодня проходят через верховье Лены, переместится в Якутск, что создаст предпосылки для более эффективного использования времени навигации. Значит, мы полагаем, что объемы перевозок речным транспортом останутся примерно теми же, но изменится география, расстояние, значит, и удешевятся все эти перевозки, особенно за счет снятия необходимости в хранении грузов. Конечно же, сохранит и даже усилится значение гражданской авиации, потому что значительная часть территории республики все равно связана с точки зрения пассажиропотока исключительно авиационным транспортом. Поэтому схема предполагает и дальнейшее развитие аэропортового хозяйства республики. У нас более 30 аэропортов. Схема предусматривает радикальное обновление подвижного транспорта в авиации. Имеется в виду приобретение самолетов Ан-3, Ан-140, РФЖ и целого ряда других. Вот если она будет реализована, то с точки зрения территориальной 50% примерно процентов территории республики будет в зоне круглогодичного завоза, а 50% примерно останется за пределами этой зоны. Но если рассмотреть с точки зрения размещения населения, то территория, где размещается более 80% населения, попадает в зону круглогодичного обеспечения завозом. И это та территория, которая дает 96,5% валового регионального продукта Республики Саха-Якутия. На самом деле, конечно же, все эти вопросы полностью соответствуют
соответствует и стратегии развития транспорта Российской Федерации, увязывается с целевыми программами, которые сегодня действуют, но везде есть свои проблемы. Если говорить о строительстве железной дороги, то мы сейчас осуществляем строительство на основании постановления правительства Российской Федерации железнодорожной линии Томот-Кирдем. Решены вопросы по левому берегу реки Ленок, она попадает в дальневосточную программу. Но на самом деле есть только теоретические договоренности, но еще нет практических решений о том, что мостовой переход через реку Лену и участок от Кирдема до моста попадут в программу модернизации транспорта. Потому что эта программа еще, корректировка программы еще не сделана, и эти объекты у нас фактически находятся в подвешенном состоянии. А уже в 2009 году нам необходимо их начинать, потому что в конце 2008 года заканчивается финансирование и строительство первого участка дороги. Необходимо обеспечить непрерывное строительство. Вот поэтому мы просили бы еще раз вернуться к этому вопросу и твердо начать его решить. Кроме того, у нас возникли проблемы с автомобильной дорогой в Вильвы. Я еще раз говорю, что железная дорога не может эффективно использоваться, если не будет одновременно, синхронно осуществлено строительство автомобильной дороги. Она передана в федеральную собственность, но ее финансирование заморожено и предполагается только с 2011 года. Это вопрос, который мы тоже должны решить с федеральным правительством. Конечно же, не только такими крупными базовыми отраслями мы планируем развитие Республики Саха-Якутия, но и в целом рядом сопряженных отраслей. Среди них очень важно, мы считаем, подотрасль по обработке алмазов и ювелирной промышленности. Она уже сегодня дает оборот примерно 500 миллионов долларов или 15 миллиардов рублей. И в ее развитии существует целый ряд проблем, которые, мои коллеги здесь изложат, и это тоже будет наш постановочный вопрос. Это вопрос по энергоэффективной экономике. Ну, я могу ответить, что, к сожалению, пока нашим коллегам из Минпромэнерго не удалось предложить сколь-нибудь внятную программу, поэтому она не принята. И 3 года подряд мы эту тему обсуждаем, и кроме того, что там предлагаются какие-то космические деньги давать на ликвидацию неэффективности использования энергетики в жилищно-коммунальном секторе, больше ничего не предлагается. Поэтому если вы предложите подход, возможный подход, не знаю, посмотрел, мы в принципе эти вопросы и так решаем сейчас через программу «Дальний Восток». Но если какой-то сегмент выделить и, допустим, там, отдельно сделать по Дальнему Востоку, допустим, сегмент удешевления электроэнергии, хотя если мы запустим тот же самый каскад южно-якутских гидростанций, эта проблема не снимется с дизельной генерацией. Ну, Герман Москович, я не знаю, как обстоит дело в целом, и, наверное, мои коллеги из РАОС об этом скажут. У нас действует специальная республиканская программа, и там рассчитаны эффекты, рассчитана окупаемость того или иного проекта. Ну, больше того, мы иногда даже осуществляем такие проекты, когда за счет кредитных средств осуществляем те или иные инвестиции, скажем, в линию электропередач. И потом возврат средств идет за счет того, что определенное время тариф держится прежний, а после того, как достигли окупаемости и вернули кредиты, снижается уже тариф. Вот несколько таких проектов мы уже реализовали. Ну, предположим, линия Ханда-Гаджибари-Кихая, 110 киловольт и так далее. Несколько проектов реализуем. Но в принципе это такая системная проблема, которую мы должны вместе решать и на уровне новых технических решений. Ну, кое-что в этом сделано. Например, совместно с Россией мы применяем новую систему дизель-генераторов, которые производятся в Санкт-Петербурге, и так далее. Это дает колоссальный экономический эффект, эти все эффекты подсчитаны. Хотя бы свою часть мы можем представить сегодня. Ну, давайте, просто просьба Минпромэнерго посмотреть эту тему. Я думаю, что цифры какие-то, конечно, космические. 20 рублей за киловатт-час – такие-то сумасшедшие деньги. Здесь, понятно, есть и место коммерческому подходу. И, в принципе, мы могли бы на эту проблему посмотреть. Во всяком случае, в рамках Дальнего Востока это одна из ключевых проблем дальневосточных. Поэтому давайте отметим, что, может быть, в протоколе Минпромэнерго пусть бы на эту тему посмотрел, мы бы уже подумали, да, как это сделать, либо, может быть, эту тему
еще раз отдельно посмотреть в рамках дальневосточной программы, либо, может быть, на базе этого подхода сформировать программу энергоэффективная экономика. Президент коснулся острой проблемы малой авиации, обеспечения пассажирских перевозок внутри региона. Герман Греф предложил пересмотреть вопрос передачи в федеральную собственность аэропортов республики. Нам необходимо на федеральном уровне решать, вообще говоря, вопросы о замене самолетов Ан-2, которые сегодня невозможно эксплуатировать. Их тысячи у нас в Российской Федерации. На какой другой. Очень острая проблема, например, санитарной авиации. Ну, допустим, ради какого-то случая мы гоняем вертолеты на 1000 километров, Ми-8 и так далее, и так далее. Вот у нас есть предложение в рамках реализации национального проекта новые вертолеты «Ансат», которые выпущены Казанским заводом, превратить в медицинские вот эти вертолеты, значит, вертолеты экстренной помощи и так далее. Значит, вот программа самолетов Ан-140, тоже ее как-то надо довести, потому что мы единственные в стране получили свой самолет. Значит, остальные два нашего заказа не можем получить, другие компании тоже стоят в очереди, тоже не могут получить. Есть определенные проблемы. И вот вся эта система, несмотря на то, что создана и лизинговая компания, вроде бы они нас устраивают и так далее, она как-то у нас совершенно не движется. И это какой-то особый предмет разговора, потому что наступит такое время, значит, и оно не за горами, я думаю, что это в течение 3-5 следующих лет, когда мы массово должны списать самолеты, которые у нас сегодня летают. И все остановится. Давайте просто сегодня в протоколе отметим Ан-3, условно говоря, да, давайте напишем региональный самолет до 20 мест и, условно говоря, от 20 до 50 мест. Вот, давайте просьба в течение месяца эту тему проработать и до конца июля проведем совещание у меня с тем, чтобы поставить какую-то в этом вопросе точку. И эти два сегмента должны быть инкорпорированы в программу модернизации гражданской авиации. Мы должны давать ответ на вопросы. Либо мы можем производить эти самолеты, и тогда нужно дать ответ на вопрос, какие сроки. Либо не можем производить, тогда нужно отменять все препятствия для ввоза самолетов вовнутрь и стимулировать через нашу лизинговую компанию закупку этих самолетов, включать их в план софинансирования, чтобы регионы могли получить нормальную технику, в первую очередь дальневосточную. По мосту, Вячеслав Анатольевич, у нас стоимость моста вот в этих двух вариантах от и до какая? Ну, мы считаем сейчас 16 миллиардов рублей самого моста. Пока у нас такая цифра. 16 это с какими пролетами? Ну вот по 158 метров. По 158. Тогда Министерству природных ресурсов просьба посмотреть, там появились новые требования со стороны экологических служб, увеличить ширину пролетов до 300 метров, что приведет к увеличению стоимости моста почти в 2 раза. Просьба тоже до конца июля провести экспертизу и дать нам окончательный ответ, насколько эти затраты дополнительно целесообразны. Пожалуйста, в виде заключения. И второе, скажите, пожалуйста, у нас в программу «Дальний Восток» мост не попал? Нет. У нас в программу «Дальний Восток» попали работы на левом берегу Лены. Предполагается, что в корректировку программы развития транспорта или модернизации транспорта будет включен мост и участок от Кирдема, где мы заканчиваем строительство, до моста. Но поскольку корректировка этой программы еще не сделана, поэтому он так в таком теоретическом состоянии находится. А когда мост должен быть начат строительство? Мост должен быть начато строиться, значит, теоретически в этом году, для того, чтобы обеспечить ввод объекта. Больше того, мы даже с Минтрансом и планировали начать в этом году. Но у нас есть вот две проблемы. Проблема вот с этой экспертизой, потому что стоимость моста возрастает кратно. Значит, и вторая проблема – это то, что он никуда не попал ни в какую программу. Мы даже с Минтрансом пытались постановление правительства на эту тему выпустить. Российской Федерации, как это было по первому участку железной дороги. Но пока что нам аппаратом правительства отказано в этом.
ввиду того, что мы должны выполнять работы по старому постановлению. Хотя логично, чтобы до выполнения старого уже начать новое. Ну вот, Вячеслав Андреевич, смотрите, мы сейчас, если мы в этом году проведем продажу якутугля, у нас появляется некий ресурс, который мы пустим на завершение строительства дороги, и у нас там может остаться кусок на начало строительства моста, потому что у нас программа на 8-й год, и на 7-й, на 8-й и на 9-й год программа модернизации транспортной системы у нас сформирована. Новая программа модернизации транспортной системы, она начнет действовать с 2010 года. Действительно, там можно включить этот объект, но как бы хвост этого объекта, да, допустим, по такой же схеме пойти, часть, может быть, поделить этих расходов железнодорожниками, часть вот, за счет нашего общего ресурса от якутугля, и часть бы мы могли включить в программу модернизации транспортной системы. Ну, я могу сказать, мы этот вопрос, конечно, рассмотрим, но я хотел бы сказать, что у нас есть старое обязательство. По решению правительства мы должны профинансировать строительство дороги Перкакит-Томот-Якутск, и это финансирование разбивается на две части. Пункт первый. Часть первая. От Перкакита до Томота – это тот участок, который был введен по акту рабочей комиссии в 2004 году. Но он введен по акту рабочей комиссии, а чтобы ввести его по акту госкомиссии, надо еще выполнить работу по последнему сметно-финансовому расчету примерно на 7 миллиардов рублей. Это постоянное электроснабжение, система управления и связи, локомотивное депо и так далее. Вот это наша ответственность. Второе, на втором участке, который сейчас находится в стадии строительства от Томота до Кирдема, мы обязаны профинансировать 9 миллиардов рублей. Мы часть профинансировали половину, теперь нам еще надо 4 миллиарда туда вложить. Но сейчас поднимается вопрос о том, что стоимость строительства должна быть проиндексирована, поэтому эта сумма, возможно, гипотетически будет и больше, на уровне 6 или 7 миллиардов рублей. Вот это обязательство у нас уже существует, мы планируем, что мы будем финансировать из средств, на которые получим якутугля, это безусловно. Значит, ну, остальное будет зависеть, пункт первый, от объема, который мы получим средств, пункт второй, от объектов, которые мы с вами согласуем. И как мы вчера говорили, мы сейчас принесем на согласование объекты предварительно. Ну, возможно, мы включим какую-то часть моста, потому что мы в свое время брали на себя обязательство часть моста финансировать. Тогда, Вячеслав Андреевич, было бы, конечно, логичным действительно начинать мост, я думаю, в этом году нереально, в этом году нам надо закончить проект, а с следующего года бы начать работу вот за счет этого ресурса. А уже нам посмотреть, как подключать иные ресурсы, начиная с 9 и 10 года. Но очевидно, что мост нужен совмещенный мост. И мы вчера плыли по реке, видели, как нам навстречу попался паром с автомобильным транспортом. И очевидно, что с учетом того, что в ближайшие годы экономика в регионе будет развиваться более быстрыми темпами, объем перевозок будет расти, и очевидно, что такой мост нужен. И давайте мы тоже договоримся, что такую схему финансирования Министерство транспорта должно совместно с правительством Республики Якутия, давайте договоримся, до 1 сентября нам предложить. Хорошо. И до 1 сентября тоже давайте в марте проведем совещание, чтобы нам согласовать так же, как когда-то с участием РАО ЖД, конечно. Да, вот по ветхому аварийному фонду, конечно, с учетом того, что вчера я услышал, что у нас самый большой объем ветхого аварийного фонда, нам надо, конечно, это учесть сейчас при разработке методик. Вот в этом году 300 миллионов нужно и закладывать уже, в этом году успеть, конечно, их правильно, грамотно потратить, а вот на следующие годы давайте, чтобы Росстрой совместно с Минрегионом и с МЭРТом подготовил соответствующие предложения, чтобы мы, скажем, одну из специальных программ, направленных на развитие, на ликвидацию жилищного фонда, находящегося в аварийном состоянии в республике, дали нормальный объем средств, чтобы эта проблема могла бы сдвинуться из тех 250 миллиардов рублей, которые у нас направлены в соответствии с посланием президента.
Хорошо, Геннадий Алексеевич. Ну, во-первых, мы выражаем вам, конечно, большую благодарность за нынешнее решение по 300 миллионам, потому что раньше мы получали там по 10 миллионов, по 20 миллионов от федерального правительства и финансировали в основном эту проблему сами, а масштаб такой, что нам справляться, наверное, еще столетие с ним. Но мы уже утром сегодня посовещались с коллегами по правительству, да, и как я вчера говорил, мы в этом году 300 миллионов освоим, тут никаких вопросов нет. Мы также готовим всю документацию, в том числе первичную документацию, акты и так далее для направления Минрегионов, значит, и подготовим и направим Минэкономику своды. Среди выступающих рассматривался план комплексного развития Тампонского горно-промышленного района, в котором скреплены интересы государственного партнерства и частного бизнеса. Представил на совещании этот проект генеральный директор акционерного общества «Полюс золота». Компания «Полюс золота» на территории Республики Саха-Якутия развивает 4 проекта. Это Куранахский ГОК, месторождение Нежданинское и Кючус, где мы занимаемся разведкой и развитием, и месторождение имени Пенигина, где мы ведем разведку перспективной площади. Куранах – это наш ведущий проект. Запасы Куранахского месторождения составляют 209 тонн золота. Программа развития месторождения предусматривает обновление ТЭО-проекта, модернизацию карьерного парка и оптимизацию производства. Капитальные вложения в текущем году составляют 665 миллионов рублей. Суммарные инвестиции по проекту оцениваются в 165 миллионов долларов. Объем ежегодной добычи золота в этом году составит 5,5 тонн, с ростом к 2010 году до 13,6 тонн. Нежданинское месторождение. Сегодня балансовые запасы Нежданинки составляют 478 тонн золота. Это третье по величине запасов месторождения золота в России. Программа геологоразведки предусматривает увеличение запасов к 2009 году до 650 тонн, к 2011 году до 1000 тонн. Промышленная добыча планируется к началу в 2008 году со стадии опытно-промышленной установки. Стратегической программой компании «Полюс золота» предусматривается проектирование в 2010 году и строительство в 2013 году крупного горно-обогатительного комплекса «Нежданинский ГОК» с производительностью по переработке руды 3 миллиона тонн, по производству золота 12 тонн. Предполагается применение комбинированного как открытого, так и подземного способа добычи, современных способов обогащения и металлургического передела, как вариантов, так главного выщелачивания и бактериального выщелачивания. Первоначальные инвестиции в строительство ГОКа запланированные на уровне 650 миллионов долларов. Месторождение Кючус. Запасы месторождения составляют 137 тонн. Планируется дополнительно поставить на баланс еще 200 тонн за счет проведения дополнительного ГРР. Программа развития месторождения предусматривает доразведку месторождения, подготовку ТЭО-кондиций, планируемые инвестиции 1 777 миллионов рублей, разработку обоснования инвестиций проекта строительства золотодобывающего предприятия, здесь объем инвестиций 177 миллионов долларов. Объем ежегодной добычи золота, начиная с 2013 года, планируется на уровне 6 тонн при переработке 2 миллионов тонн руды со средним содержанием 3,4 грамма на тонну, что достаточно хорошо. Краткое резюме по полю золота в Республике Якутия-Саха. Суммарные инвестиции в развитие золотодобывающих активов на период до 2015 года составят 25 миллиардов рублей. В этом году капитальные вложения 1 600 миллионов рублей. Налоговое отчисление компании в этом году планируется на уровне 440 миллионов рублей. Средняя численность занятых на предприятиях компании в этом году 2337 человек. Средняя зарплата 20 500 рублей. Компания имеет статус социально ответственной. Мы первые в золотодобывающей отрасли в России подготовили отчет по устойчивому развитию, который включен в реестр социальной отчетности РСПП. И компания ведет значительные благотворительные инициативы и социальные программы на территории республики. Компания «Полюс золота» завершает разработку инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тампонского горно-промышленного района».
Прежде всего, я хочу сказать, что этот проект призван способствовать решению целого ряда важнейших задач, которые соответствуют духу и букве стратегических документов, определяющих развитие России в 21 веке. В частности, программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, энергетической стратегии России на период до 2020 года, транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, протокол Совета Безопасности от 20 декабря прошлого года о обеспечении национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа и ряду других документов. Представители РАО ЕС России говорили об оптимизации локальной энергетики республики. По проблемам и перспективам алмазогранильного производства докладывал вице-президент Алроса Сергей Улин. Многие вопросы было решено включить в протокол совещания, по отдельным проблемам провести дополнительные встречи. Хотел бы всех поблагодарить, начиная с Вячеслава Анатольевича, за очень внятные доклады. Хотел бы сказать, что вот здесь вот практическое влияние документа под названием «Стратегия развития республики» мы видим. Когда региональная власть имеет ясное представление о том, как будет в долгосрочной перспективе на 12 лет вперед развиваться республика, тогда совершенно внятные ответы со стороны бизнеса мы видим. Очень четкий, понятный доклад, а вопросов-то нет. Полюс золота, спасибо вам большое. Более проблемный доклад, к сожалению, у Алроса, но тоже понятно планы компании и абсолютно понятная, внятная позиция у РАО ЕС России. И это действительно, Борис Федорович сказал об этом, что это результат разработки очень внятного документа правительством республики. И я уже тоже говорил на эту тему, нам этот документ очень понравился. Мы акцептовали, получили акцепт на него в правительстве, и теперь нужно двигаться по его реализации. Все наши инструменты в ваших руках, когда мы видим понятные планы, отдачу частных партнеров в программе, мы, конечно же, все эти вещи будем поддерживать. Это касается и проектов инвестиционного фонда, поторопитесь, потому что инвестиционный фонд не безграничен, пока еще ресурс свободный остался, но он быстро тает. И это касается всех остальных программ, те, которые мы сегодня обсуждали. Мы все поставленные вопросы сегодня отметим в протоколе. Просьба его сегодня же согласовать со всеми участвующими лицами, федеральными ведомствами, чтобы все визы мы получили, естественно, аппаратом президента и правительства Якутии, и чтобы мы его подписали. Соответственно, этот протокол нужно поставить на отдельный контроль, чтобы каждый из этих пунктов мы отработали и дали ответы по каждому из поднятых здесь вопросов. Герман Оскарович, вы побывали на юге Якутии, посмотрели объекты гидроэнергетики. Как вы считаете, насколько реальна поддержка инвестиционного фонда вот этих проектов развития инфраструктуры? Ну, во-первых, сама поддержка из инвестиционного фонда, она имеет свои, три стадии решения. Первая стадия одобрения – это заседание инвестиционной комиссии, которая должна одобрить эти проекты. И 9 июня в Петербурге на экономическом форуме этот проект был одобрен. То есть можно сказать, первую, такую, самую главную стадию, на которой проходит отсев эти проекты, проект сам уже прошел. Но были высказаны ряд замечаний к этому проекту, и в самое ближайшее время эти замечания должны быть устранены. После этого пройдет вторая, наверное, уже главная стадия, это одобрение правительственной комиссии этого проекта. После чего пройдет уже формальное утверждение правительства. Оцениваю шансы этого проекта как весьма-весьма высокие, он хорошо проработан, подготовлен, и думаю, что осенью этого года, реально думаю, что где-то в сентябре мы можем рассмотреть и одобрить его на правительственной комиссии. Не боитесь ли вы того, что в связи с тем, что населения на Дальнем Востоке мало, компании поступят просто? Они будут привлекать рабочих из Китая, которые непритязательно готовы жить
а за маленькую зарплату готовы жить в не очень хороших условиях и будут работать в свое время, отработают, а потом уедут. Все наши действия направлены на то, чтобы создать здесь дополнительный спрос на рабочую силу. Как известно, будет спрос, будет предложение. Будут высокооплачиваемые рабочие места, будет жилье, сюда приедут люди. Как ограничивать возможный нелегальный приток или легальный приток рабочей силы из-за рубежа. Для этого есть средства миграционного контроля. Администрирование сейчас в этой части очень существенно меняется, улучшается, создаются электронные базы данных. И я думаю, что в руках у государства сегодня, даже с сегодняшним уровнем администрирования, уже сегодня ситуация не такая, как была даже 5 лет назад. У нас есть все возможности для того, чтобы контролировать миграционный прирост населения здесь. В тот же день высокие гости приняли участие в торжествах национального праздника Эссех в местности Усхатын, посвященному 375-летию вхождения Якутии в состав России. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, уважаемые жители Якутии и города Якутска, позвольте от себя лично и от правительства Российской Федерации поздравить всех вас с замечательным праздником Эссех. Хотел бы сказать, что мы второй день вместе с президентом Якутии находимся в Якутии. Для меня Якутия явилась в какой-то степени открытием. Красивейшая природа, красивейшие люди, очень хорошее управление республикой, очень хорошая власть, правительство и, самое главное, очень хорошая перспектива развития вашей республики. Президент страны поставил перед нами задачу в кратчайшие сроки обеспечить динамичное развитие Дальнего Востока. И одним из ключевых моторов развития Дальнего Востока является Якутия. Сегодня мы обсуждали к 2020 году, это 12 лет, в Якутии станет почти в 3 раза больше производства и в 3,5 раза в реальном выражении выше доходы каждого якутянина. И это та задача, ради которой мы вместе с правительством республики объединим все свои силы для того, чтобы вы получили достойные условия жизни. И чтобы в 2020 году на этом значительно возросшем и окрепшем празднике якутян стало как минимум в 2 раза больше. От всей души хочу пожелать всем вам счастья, здоровья, исполнения всех планов, помощи правительству в осуществлении тех грандиозных перспектив, которые сегодня задуманы. И каждому из вас позвольте пожелать здоровья и счастья. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, сегодня во всех уголках нашей необъятной Якутии большой праздник, наш праздник Эссех. Родившийся в глубине веков как национальный праздник народа Саха, он давно уже стал праздником всех людей, людей всех национальностей, населяющих нашу республику. Это говорит о том, что у нас крепкие многовековые традиции дружбы народов, что мы ценим, любим и уважаем друг друга, ценим свои традиции, ценим совместный труд и ценим совместные праздники. Для нас, конечно же, большая честь, что именно в этом году, в год 375-летия вхождения Якутии в состав России, с нами праздничное настроение. Этот праздник разделяют представители всех народов и национальностей Российской Федерации,
которые прибыли в город Якутск для участия в Конгрессе народов России. Мы благодарны нашим гостям и говорим, что мы всегда ждем здесь у нас в Якутии. Мы горды также тем, что именно в этот праздник у нас находится министр экономического развития Российской Федерации Герман Оскарович Греф, большая команда руководителей, специалистов министерства, ведомств. Это говорит о том, что проблемы, заботы, которыми живет наша республика, не безразличны правительству Российской Федерации. Правительство заботится о нас так же, как и обо всех других субъектов России. Это вселяет в нас уверенность, что все планы, которые мы вместе с вами разрабатываем, над которыми работаем, мы выполним и все трудности преодолеем. В этот день хочу пожелать вам, в вашем лице, всем якутянам счастья, здоровья, чтобы сбылись все наши надежды и чтобы всегда у нас была удача. Спасибо. Республика с ее экономическим потенциалом и планами по развитию, например, гранильной промышленности, готова к вступлению России во всемирную торговую сеть при решении общих для гранильных предприятий проблем. Для всех огранщиков России сейчас является проблемой номер один. Это то, что конкурентная среда у нас неравноценна с нашими зарубежными конкурентами. То есть в данный момент очень сложное таможенное регулирование у нас, очень много времени тратится на, например, при экспорте готовой продукции за рубежом таможня проходится в течение 1 часа нашим конкурентам. У нас, к примеру, это занимает 1 неделю. Ну и все-таки для нас основным камнем преткновения для дальнейшего развития также является то, что мы отсечены от дешевых гранильных центров, в которых гранятся мелкие дешевые камни, нерентабельные для обработки у нас в республике. Вот если будут решены эти две проблемы, то гранильная отрасль России и Якутии в частности будет ничем не уступать другим зарубежным центрам, где все это происходит, и наши якутские бриллианты станут известными во всем мире. Начавшийся ливень гранильщики расценили как добрый знак при посещении министра экономического развития России одного из заводов компании Apple Diamond. Герман Греф попробовал сам огранить алмаз и ознакомился с готовой продукцией гранильного завода, бриллианты которого, пылающий лед или сердца и стрелы, получили признание на мировом рынке. В Америке и в Японии они пользуются повышенным спросом. Надо, чтобы и в России гранильная отрасль получила поддержку. И при помощи компьютерных программ вычислили такой идеальный огранку, при котором свет, который попадает в ткань, полностью отражается. В республике работают не только промышленные предприятия, но и детские поликлиники, новые социальные объекты руководство республики ежегодно преподносит к национальным праздникам. Такие значительные подарки в виде современных зданий и целых микрорайонов получили и на этот раз. В этом году мы ввели новое здание картинной галереи западноевропейского и Турции здесь рядом. Ввели памятник академику Ларионову. Вот сейчас вводим на детскую поликлинику. Хотел бы, во-первых, поздравить вас всех и с национальным праздником, и с большим праздником. Это очень хороший подарок детям. Лучшего подарка, наверное, придумать нельзя. Любой подарок, в конце концов, мы дарим сами себе. И подарок этот, который сегодня президент Якутии дарит своей республике, а в конце концов самому себе, спасибо вам, Вячеслав Владимирович, что мы приобщены к этому подарку и получили кусочек того тепла и той благодарности, которая исходит от ауры вокруг этого подарка. Я хотел бы всем детям, всем взрослым, всему коллективу пожелать счастья. Не бывает счастливых людей больных. Поэтому понятие счастья является агрегированным выражением человеческого состояния, приподнятого, самореализованного. Хочу, чтобы и каждый член вашего коллектива, и каждый ваш пациент чувствовал себя счастливым. Уверен, что в таком
здании с таким оборудованием вы себя сможете в полном объеме чувствовать себя счастливыми. Новая детская поликлиника оснащена необходимой медицинской техникой по национальному проекту здоровья. Здесь будут работать все узкие детские специалисты, а обслуживать детишек будут и из ближайших населенных пунктов. Мы находились на площадях 500 квадратных метров. Сейчас мы размещаться будем 1500 квадратных метров рабочих площадь. Здесь надо еще компьютерные игры поставить для детей. Я вообще хочу панно плазменное, чтобы, во-первых, санитарно просветить, но я жду, что мне кто-нибудь подарит. Вячеслав Юрьевич Синюгин вам подарит. Подарили уже. Гидро какая, да. Это структура РАОС. Первым, оставив на память свои пожелания в книге почетных гостей детской поликлиники, высокие гости Герман Греф в сопровождении президента республики и федеральных руководителей посетили отреставрированное старинное здание казначейства, где теперь будет располагаться филиал Национального художественного музея. В новом музее западноевропейского искусства все желающие смогут наконец увидеть произведения, которым дана достойная оправа. В завершении своего визита в республику министр экономического развития Герман Греф подвел итог своей двухдневной поездки. Хочу сказать, что общее впечатление от поездки по Якутии осталось очень позитивное. Несмотря на то, что, конечно же, еще есть много моментов, над которыми нужно работать. И в первую очередь это связано с нашим посещением муниципальных образований, малых городов Якутии. Тем не менее, впечатление очень позитивное. Республика развивается. Особенно это видно в Якутске. Насколько похорошел город, насколько быстро решаются проблемы ветхого жилья. Красивый город. Хорошая архитектура. Видно, что люди, которые здесь живут, которые проектируют город, они живут не одним днем. Они думают о будущем детей. И я убежден, что уже через 5 лет Якутск будет бриллиантом Дальнего Востока. Очень красивым, ухоженным городом. И те проекты, которые мы наметили, те вопросы, которые мы поставили, их, наверное, можно систематизировать и сказать, что их примерно 1,5 десятка. Они очень понятны сроки их реализации, способы их реализации. И мы будем искать решение всех этих проблем. Хотя они и затратные. Ну и надо сказать, что те решения, которые приняты, только один проект по Южной Якутии означает инвестирование в Якутию 422 миллиардов рублей, в том числе свыше 100 миллиардов рублей из федерального бюджета. Мы будем поддерживать в реализации этих проектов. Надеюсь, что осенью примем окончательное решение о финансировании этих проектов. После реализации этих проектов, они заканчиваются все примерно в 2015 году, мы получим здесь абсолютно новую экономику, абсолютно новый уровень заработных плат и доход людей, которые здесь живут. И я хотел бы, обращаясь к жителям Якутии, вселить в вас уверенность, оптимизм. Президент Путин, правительство все время держит руку на пульсе. Мы с вами, мы будем помогать решать возникающие проблемы здесь. И самое главное, что в течение ближайших лет вы все почувствуете существенное изменение вашего уровня жизни и той среды, в которой вы живете. Хотел бы вам всем сказать большое спасибо за тот праздник, который мы сегодня видели, за прием в течение 2 дней, которые мы здесь получаем. Сказать вам всем огромное спасибо и до свидания. Я думаю, что это наш не последний визит в республику. И теперь я уже, наверное, прилечу зимой для того, чтобы посмотреть, что такое Якутия в зимний период.